Всем привет! Смотрите, какая у меня гора картошки фри. Воу! Дима, держи кусочек. Ну, а что этому предшествовало, узнаете прямо сейчас. Смотрите. Сейчас узнаем, чем у нас Дима занимается. Что творишь? Привет. Камеру проверял. Поехали, снимем цех по приготовлению картошки фри. Знала, что такое есть? Я уже еду. Полетели. Мы уже едем. Я очень надеюсь, что сегодня мы прям от пузика наедимся картошечки фри. Да, Дима? Далеко ехали? Недалеко, на Каренина 35. Да, еще на входе здесь такой аромат стоит, прям как в кинотеатре, но здесь картофель. Зайдем. Мы сейчас находимся в первом и единственном цеху по приготовлению картошки фри. Давайте проведем экскурсию и познакомимся с владельцем. Все сюда. Как вас зовут? Меня зовут Кушхажол. Как вам пришла идея открыть именно такое производство в нашем городе? Для начала мы хотели вообще то же самое, хотели приобрести баранов там или коров. В итоге нам сказали, что где-то 95% именно хотят коров, то же самое барана, да. Потом пришло в голову идея, да, вот произвести картофель фри, то есть именно в замороженном виде. Здорово. Да, Ну, да. картошку фри любят все. Проведете нам экскурсию? Да, конечно. Пойдемте. Так, для начала это оборудование, покажу. О, здесь картошечка, заглядывайте Да. скорее. Свежая, чистенькая картошка. Да, ну не до конца маленькая. Здесь она моется и чистится здесь кожура, здесь. Да, я вижу там специальные щетки, которые Да, ее специальные очищают. Да. Здорово. Дорого стоит такое? Это комплексное оборудование. Здесь практически 5-6 оборудований разные, да. Обошлось 3 миллиона, а если в России она где-то 12 миллионов стоит полностью, понимаете? Это оборудование в Красноярске даже нету, в Хакасии там вообще нету такого оборудования. В Алтае тоже нету, получается мы одни, да. Второй процесс, это у нас идет здесь щенковка. Картофель мы сюда засовываем, и здесь сразу же автоматом сразу ломтики здесь выходят. То есть это очень быстрое, да, удобное оборудование. И дальше у нас пошло бланширователь, вот это оборудование. И кипяток, то есть она сильно нагревается при высоком температуре. То есть картофель здесь от крахмала чистится, и разных бактерий тоже здесь чистится на это оборудование. Да. Но я знаю, что у вас местное сырье используется, то есть картошечка наша тувинская. Да, наша тувинская. Мы сейчас жарим картофель гала. Мы, то есть, берем местного поставщика Желтухина Александра Петровича. То есть он нам сильно помогает. Ему привет. Большой привет, спасибо. Дай Бог ему здоровья. Картофель местный, свежий, понимаете? Вот это. Здесь картофель сушим, здесь барабан идет. Вот барабан специально здесь крутится она. После этого, ну, где-то минут 10-15 она отходит. После этого мы забираем картофель. И вот в фритюрнице мы жарим. Самое главное, здесь нету здесь химикатов там и так далее, чем от завода, да, там вредные вещества. У нас чистое, то есть натуральный картофель и масло жарится, и все, больше здесь ничего нету. А и можем мы посмотреть, как жарится картошка? Смотрите, какая она уже красивая, золотистая. Сейчас будем пробовать. После этого мы картофель закидываем в морозилку. Вот шоковая заморозка, да, у нас вот это специальное оборудование. После этого она уже получается уже готовый продукт полностью в сыром виде. Я думаю, нам стоит приступить к дегустации. Момент истины. Все готовы. Осталось только посолить нашу картошечку и закинуть ее с пылу с жару. Я вам скажу, горячая, что наша тувинская картошка очень сильно отличается от того, что мы можем купить в магазинах. Это более насыщенный вкус, привычный нам. Здорово. Держи, попробуй. Вкуснота. Сегодня мы побывали в цеху по приготовлению картофеля фри. От себя, от нашего канала я вам желаю удачи и развития. Пусть у вас будет самая вкусная картошечка в мире. Ой, спасибо большое. Я тоже хочу, во-первых, поблагодарить Министерство сельского хозяйства, потому что в такое трудное время нам помогли. И большое вам спасибо. Вам спасибо. Пока. Пока.